Юра умеет рядом с собой вот, окружать себя людьми с позитивной энергетикой, окружать себя людьми, с которыми приятно общаться. То есть уже я люблю группу «Армия». Я не знаю, как я буду относиться к будущим артистам, но, наверное, точно так же, как и вот Ира Билык теперь относится к нам. Спасибо. Тобто спочатку було якесь несприйняття, чи одразу були нормальні відносини, складалися? Чи в будь-якому разі будь-яка людина сприймає появу чогось нового, ну, можливо, трошки ревностно? Це нормальна людська реакция? Мне кажется, да. Сначала, может, и было какое-то скептическое отношение, да, но на самом деле вот Ира добрейший человек. С экрана что не скажешь так, как оно есть на самом деле. А так, все сейчас отлично, в шоколаде, поэтому я всем желаю, кто пополнение у нас, если будет, такого же отношения. Ми продовжимо нашу розмову після реклами. Це програма «Дивись, хто прийшов». До нас прийшла співачка Слава з групи «Неангели». Ми продовжуємо нашу розмову. З'являється інформація у пресі, ми трошки говорили про це у першій частині. Дуже багато різноманітної. Як ви до цього ставитеся? Тому що зараз навіть тема того, що там у Слави щось округлилося, розгледіли і вирішили цю тему, півроку вже ця тема тягнеться. Чи можете ви до цього спокійно ставитися, чи можна до цього звикнути? Вы знаете, периодически, когда я залажу в интернет и все ж таки залазите и читаете? Ну, это, мне кажется, у каждого артиста такое есть. Я знаю, что ничего хорошего там не прочитаю. У меня испорчено полдня настроения. Но, с другой стороны, я понимаю, если о нас пишут, значит, это уже хорошо. Многие артисты не могут похвастаться тем, что они говорят. И если у кого-то это вызывает какие-то негативные мысли, значит, это уже говорит о том, что мы в правильном направлении движемся. А что касается округлилось, не округлилось, в зал надо ходить. Заниматься спортом и нормально себя почувствовать. Вот почему-то всегда обращают внимание, да, на такие вещи. А почему не смотрят там волосы у кого-то где-то нарощены, у кого-то ногти там нарощенные, там, накрашенные. Это же неестественно тоже, да, неестественный цвет ногтей, например. Вот. В зал надо ходить. Вот. Или как вот артистки, я слышала, говорят, губы перцем мажут. Тоже, теж варіант. Перцем. Теж варіант, який має право на життя, скажімо так, але ми не радимо нашим глядачам повторювати там цей досвід, скажімо так. Ми зараз подивимося невеличкий фрагмент кліпу «Бой» і продовжимо розмову теж про цю тему. Скажи мне да, желания мои угадай. Ты меня зажег, бой, я буду с тобой, я буду с тобой, я буду с тобой, бой. Ты не одинок, бой, я буду с тобой, я буду с тобой, я буду с тобой, бой. Ну, власне, якщо продовжувати там тему пишуть, не пишуть, власне, про вас пишуть дуже багато. І пишуть не лише те, що там, скажімо, помітили, не помітили журналісти. Часто з'являються якісь такі певні історії, які, можливо, запущені так само вашим менеджментом для підтримки уваги до цієї групи, до групи «Неангели». І тут якраз цей показовий приклад, коли розбиваєте автомат, з'явилося дуже багато інформації про те, що ви там взагалі розтрощили всю там весь клуб «Арена». Знову ж таки, це такі якісь історії, я їх вважаю такими піар-історіями на підтримку чогось. Знову ж таки, я не вірю, що ви там курите сигари для того, щоб голос був нижчим. Я курю сигари, але не для того, щоб голос був нижчим. Хтось, є якийсь факт, а щось до нього додумається. Чи радиться з вами ваш менеджмент, коли якісь історії з'являються в пресі, власне, з боку не так журналістів, а з боку, власне, вашого менеджменту? Ну, конечно, то есть где-то же там может и обидеть мою детскую наивную душеньку. Вот. Вони вам радять, як реагувати в тих чи інших ситуаціях? Підтверджувати або щось спростовувати? Как реагировать мы сами знаем. Мы уже не первый год, можно сказать. Вот. А так, в принципе, пишется это правда, да, по поводу того же автомата. Ну, пусть... Дещо перебільшено? Ну, вы понимаете, если сказка про Колобка не была преувеличена, то ее бы дети не читали. Вот. И Чебурашка не был бы таким веселым. Нормально. Вот воспринимаю все, если нужно отвечать на вопросы. То есть я отвечаю вот то, как оно есть на самом деле. А там уже нужно... Кто хочет, тот додумывает, кто хочет, не додумывает. То есть моя совесть чиста. Інформація про те, що «Неангели» їдуть на Євробачення, з'явилася 2008. З'явилася задовго до того, як взагалі скасували відбірковий тур. Ви вже готувалися до цього? Чи сильно ви розстроїлися з цього приводу, що не буде відбірного туру?
Ну, честно вам скажу, что всему свое время. И вот Аня Лорак так хотела поехать. И, конечно, мы очень, допустим, как я лично, я очень радуюсь, потому что она должна была уже давным-давно туда поехать, и все никак не получалось. Видите, вот ее время пришло, наше, наверное, еще не наступило. Но еще девчонки молодые. Ви ще встигнете. Да, конечно. Незважаючи на те, що минулого разу ви, здається, смс-голосів глядачів найменше отримали. Мабуть, це через те, що не так давно з'явилися, якщо там брати Видимо так. Ну, минулого вы року. понимаете, там еще и звук какой-то был странный. Мы все концерты, да, мы работаем вживую, никогда у нас такого не было, что там просто звук был очень странный, он летал, и я, честно сказать, я вообще не слышала. И то есть, когда я просматривала вот это мимо косье, которое было, для меня было очень тяжело, вообще как для артистки, вот это слушать. Ну, опять же, опыт, да, приходит со временем. И вот сейчас я могу сказать, что если мы выйдем и споем, да, то никто нас не переплюнет. Нас двое, і ми в тельняшках. Якщо повертатися далеко-далеко, в дитинство, наприклад, Оля Кузнєцова, коли ще не була славою, мріяла стати співачкою. Чи мріяла Оля стати саме такою співачкою? Вот именно такое мріяла, честно сказать. И в школе я до 8 класса была отличницей, а потом... Потім почали співати. Потом начала петь, да. И выезжала я только на фоне вокала, то есть я занималась какой-то самодеятельностью, вернее, не самодеятельностью, как называется, школьными вот этими вот делами, всякими на синтезаторе поиграть. Вечерки. Да, и получила даже грамоту по окончанию. У меня была классная руководительница, очень жесткой закалки. Она в Мозамбике в детской колонии преподавала у каких-то там деток очень сложных. И вот она была моей классной руководительницей. И она расплакалась. Вот когда у нас был выпускной, я вышла, там переделала слова, какой-то песни, уже не помню, какой, она расплакалась. Но я поняла, что мне больше делать нечего, только в шоу-бизнес. Ну вот, и я поступила в университет, не будем говорить какой. Ви викладач вокалу, так? Да. Такий ви фах здобули. Чи були у вас учні? Вы знаете, я не могу сказать, что я люблю детей, не могу я об этом сказать, пока, наверное, я еще к этому возрасту не пришла. И я не могу сказать, что я люблю преподавать. То есть я могу объяснить очень так допотопно, дословно, но если меня не понимают, я не могу сдерживаться. И я не могу вот... Я холерик по натуре, если вот меня не понимают, все, у меня в ход идет ругань, ненормативная лексика и тому подобное. Поэтому как-то вот что-то у меня не случалось с этим. У меня как бы двойная специальность. Я и преподаватель по вокалу, и теперь у нас получает артист-виконавець. То есть я заслуженно получила эту роль, в которой я сейчас и живу. Ну, те, що зайнятість велика, все одно ви там вже повторювали не один раз в своїх інтерв'ю про те, що все ж таки кохання є, і на нього ви час встигаєте виділяти, і навіть їздили до Домінікани відпочивати. Чи вдалося там заховатися від усіх, чи все одно, так чи інакше, десь хтось вас пізнав, і може ви там знайомих зустріли, яких ви знаєте? Ой, мы туда прилетели, я так в надежде на то, что меня никто не узнает, большие очки, ни грамма косметики. Однажды вечером прогуливаясь, а там очень огромная территория отеля была, 12 ресторанов, то есть такое тепло, красиво, все загорелые, иду, и вдруг, откуда ни возьми, сидит Алан Бадоев со своей семьей. Сколько лет, жодного грамму косметики. Вот, и как бы для меня это была очень приятная встреча. Я в надежде на то, что нет все-таки украинцев, я на это надеялась. А потом ребята сказали, тут кучу одесситов, кучу киевлян. И я так уже на следующий день накрасила ресницы, замазалась там, вернее, замоталась паранджой, там, чтобы никто не узнал. Ну, девчонки какие-то бегали, там, Слава снят. А мы ездили с ребенком, дочка моего друга, и ее ребенок, я такой взрослый. Да нет, это не она. Да нет, она. Ну, вот такого плана. То есть смешно, конечно, но отдохнули хорошо. І вже є інформація про те, що ви не придбали, а отримали в подарунок квартиру. Чи будете ви жити в цій квартирі Я вже разом? живу. Ви вже живете там? Чи Я будете вже ви разом з живу. коханим там жити? Це время покаже. Там буде видно. Чи зробив він вам пропозицію? Чи чекаєте ви на цю пропозицію? Я пока занимаюсь творчеством. Я не знаю, наверное, я еще просто не созрела и для штампа в паспорте, потому что очень много историй говорит о том, что штамп в паспорте портит отношения, поэтому... Ви вирішили поки що не експериментувати. Якщо Слави не буде в дуеті «Не ангели», дует розпадеться? Чи продовжить своє існування, як ви думаєте?
Я не знаю. Я, вы знаете, об этом даже не задумывалась, но по большому счету я рядом с собой, кроме Вики, не представляю никого абсолютно. То есть она, несмотря на то, что мы ругаемся, ну, опять же, человеческий фактор, но настолько гармонично мне подходит, точно так же, как мне кажется, и я ей. Поэтому я думаю, что дуэт уже не будет тем дуэтом, если кто-то из нас его покинет. Дякую вам за розмову. Я вам бажаю, знаєте, в принципі, піднятися на хвилю популярності буває буває простіше, ніж втриматися. Я вам бажаю втримуватися і триматися, радувати нас. Дякую. Спасибо большое. Це була програма «Дивись, хто прийшов». До нас приходила співачка Слава з групи «Неангели». До зустрічі на телеканалі ТЕТ.